Это место называется квартал Северный. Формально город Якутск, реально уже за городской чертой. Здесь 2000 многодетных семей выдали 11 с лишним лет назад земельные участки под строительство коттеджей по федеральному закону. Но закон этот требовал, чтобы все участки были снабжены развитой инфраструктурой. А вот про это власти города как-то забыли. Наталья Мухортова, председатель квартала Северный, возглавила борьбу тех, кого вот так одарили землей без коммуникаций. Она сама многодетная мама. Но ей пришлось потратить массу сил и нервов на борьбу с бездушными чиновниками. Здесь ничего не было, было голое поле. Вот. Мы, в общем, боролись за то, чтобы здесь что-то появилось. Вот, отсыпали частично дороги, подвели газ, освещение. Вот здесь мы видим детскую площадку. Это мы выиграли в народный бюджет и отстроили своими силами. Строили сами многодетные. Ну, конечно, нету школы у нас. Дороги прям и половины дорог не отстроили. Вот, 50% не отстроили. Газ подвели к 1600 участков из 2000, свет, освещение к 800 с лишним участков из 2000. Очень многое за десятилетия все равно осталось недоделано. Больная проблема – отвратительные дороги, по которым очень сложно проехать даже скорой помощи или пожарным. Автобус сюда не ходит. На днях запустили автобус в Сатал. Вот, от этой точки это примерно этот автобус километра 3 находится. Это, в общем, туда детям нашим пешком надо ходить. Несмотря на то, что мы писали в органы власти, уже много отправляли писем, что заявлений, что нам, пожалуйста, пустите автобус, 2000 участков, а дети по 5 километров ходят пешком зимой, дети из многодетных семей. Вот, многие не могут себе позволить машину и ходят пешком. И тем не менее власти над нами как будто бы посмеялись. Дороги у нас шире, чем в Сатале. Да? Конечно, Сатал, мы рады за них, тоже люди давно отстроились. Да? Но к нам автобус мы так и не дождались. У Галины 9 детей, и она вынуждена каждый раз возить их на собственной машине. Правда, учатся они в разные смены. Отпускать одних нельзя, в том числе потому, что в округе масса собак. Свет в ее доме уже есть, как и газ. А вот водопровода как не было, так и нет. Ну вот бочками мы заказываем, получается, воду привозят водовоз. Потом вот ведрами домой заносим. Это только вот что в дом. И еще специально емкость уже сами сделали. Ну, там можно пройти для огорода отдельно. Потому что вот этого недостаточно. Чтобы добиться хотя бы этого, жителям пришлось вести настоящую войну. Войну с бюрократами. Было проведено 5 митингов. Вот, я 2 раза летала на прием в администрацию президента Путина, вот, сама лично. И сейчас, на данный момент, было мною направлено заявление в администрацию Путина, наверное, уже 6-е, может быть, 7-е, да? Ага. И проводятся проверки, потому что те дороги, которые отстроили по программе «Безопасные и качественные дороги», они развалились. И якутские коммунисты тоже готовы подставить свое плечо многодетным. Это не просто какая-то безхозяйственность, это уже преступная халатность, которой должны заняться и правоохранительные органы, должны ответить, кто делает таким образом и не исполняет государственные поручения. То, что творится в квартале Северном, это на самом деле произвол властей. Это, конечно, мы так не оставим. Эта инициатива тем более своевременна, что многодетным в Якутске землю по схожей схеме давали, оказывается, не только в Северном. В те времена, да, выдали участки в Хатасах, Кильдямцы, Тулагина, район птицефабрики. Вот. Но я хочу сказать, что вот прошло, значит, 11 лет, уже 12 скоро будет, да, и вот такого инфраструктуры обустройства на тех участках нету, как на Северном. То есть мы своей борьбой, вот этой многолетней, мы все равно добились. Интересно, что записаться на прием к главе республики Наталье Николаевне не удавалось ни разу. Не хочет глава ее видеть. А ведь именно Николаев был мэром, когда история начиналась.
Впрочем, возможно, жители Северного смогут добиться своего только при помощи федералов. А вот на других участках, где люди менее активны и нет такого харизматичного лидера, добиться выполнения закона будет, видимо, куда сложнее.